Алейкум варахматуллахи мягкой. Добрый день, уважаемые коллеги, соратники, друзья. За последнее время многие пишут мне, звонят, спрашивают, на какой стадии уголовное дело. И в последние дни узнал о том, что я собираюсь вернуться. Многие задаются вопросом, зачем тебе это нужно, почему ты не уехал бы в Европу, может не надо, может подождешь пока Ивкур отсидит свой срок и уйдет. Я отвечу на все ваши вопросы изначально и по уголовному делу, на какой стадии это дело находится, что проделано за эти 3 года и с чего все началось. И вначале скажу о том решении, которое принято ехать домой, возвращаться в республику. Уже месяц почти, с декабря месяца мной было принято решение ехать. Адвокат там настаивал, там кое-какие заявления ей поданы, подождем ответов. А потом уже новогодние праздники, решили подождать после новогодних праздников, сделать это. И вот принято решение 11 числа после праздников явиться в здание города Назрани. Прежде я встречался с родными своими, советовался по этому вопросу, и со старейшинами своего тейпа рода Нальгиев, к которому я отношусь, рассказал всю суть всего дела, как все начиналось, как все было, как оно сфальсифицировано, кем сфальсифицировано, кто подбросил гранату, кого они там привезли в качестве какого-то свидетеля, который купил у меня ворованный автомобиль. Старейшинами было принято решение в четверг встретиться в доме моего отца, и там уже принять решение, предъявить ультиматум Ивкуру или его старейшинам, приехать. Как вся эта процедура будет, я не знаю, они сами сделают решение, сказать, что за каждое незаконное решение, принятое по отношению ко мне, за все беззаконие, которое будет творить следователь, дознаватель, прокуратура, суды по указанию сверху, за все это придется отвечать главе республики Ивкуру Юнусбеку Баматгиреевичу. Это несколько дней назад, и старейшины по другим населенным пунктам предупредили, что в четверг собираются в доме у моих родителей, что разговор будет обо мне, о том, что я собираюсь явиться в здание ГОВД. И узнал это преступники, состряпавшие это, сфальсифицировано вот это уголовное дело, жулики и воры власти, против которых мы боремся уже в протяжении 10 лет, сменив одних на других, решили вот таким образом, я не знаю зачем, какой смысл, для чего это вообще сделано, то ли напугать меня, или кого напугать, или для чего вообще смысла, зачем это сделано, я до сих пор не могу понять. Взяли вчера ночью, приехали, закинули гранату во двор к моим родителям, одна машина сгорела, там по воле Всевышнего никто не пострадал, ни с кем ничего не случилось, но вся суть того непонятна, зачем это нужно, для чего это. Там могла в любое время выйти мать, мог отец, там 4 маленьких детей, сноха, там мог пострадать любой человек, могли убить любого человека. Конечно, для меня понятно, если убивать меня, как они убили Макшерипа Аушева, как убили Магомеда Юлоева, мы говорим о преступлениях их, о том, что они являются жуликами, ворами, о коррупции, о коррупционно-бандитско-террористическом спруте, который они создали, где прокуроры, следователи, судьи, не все, конечно, вся эта банда, шейка, лейка, там, делает деньги, грабит мой народ, убивает, устраивает геноцид над ингушским народом уже в протяжении 15-20 лет. Понятно, если со мной что-то делать, там, ну зачем, при чем тут родители, при чем тут дети, вообще смысл этого непонятен, но жулики сделали свое, закинули гранату и уехали. Что бы, как бы они ни делали, как бы там ни угрожали, хоть там, я не знаю, пожизненным сроком, никуда бегать я не собираюсь. Я собираюсь возвращаться в республику, тем более потратив миллионы, десятки миллионов долларов денег
поставив на кон своей жизни, жизни своих родных, близких. Мы боролись с этой системой, прогнали зязиковщину с этой республики и привели их к власти. По сути, отдали им власть, они сидят на креслах, на которых пот, кровь и наши деньги, которые мы тратили на борьбе против проходимцев, которые убивали, уничтожали ингушский народ. И потратив все это, рискуя своими жизнями, наши близкие, братья, соратники отдали свои жизни, и просто так отдав им все это, оставив, чтобы они дальше грабили и издевались над ингушским народом, сбежать куда-то, уезжать, я не собираюсь. Конечно же, я вернусь к себе на родину, хотя многие предлагают там выехать в Европу, подождать, ничего ждать я не собираюсь. Хоть один день остался, там сколько, 8-9 месяцев осталось до конца, до истечения срока Евкурова, хоть один день там ему остался, я собираюсь ехать домой. Я приеду домой, мы с адвокатом явимся в ГУВД, узнаем, что там, как там. Конечно, все, кто замешаны в этом деле, все, кто там состряпали это дело, будь дознаватель, там, будь кто бы это ни было, каждый будет отвечать за все, что он сделал. За каждое преступление, которое сделано, человеку придется ответить. Если не по закону России, так по нашим законам, по нашим обычаям, по-любому придется отвечать за это. По уголовному делу, что происходит по уголовному делу? Уголовное дело в данное время приостановлено. Они заочно меня арестовали. Вообще начиналось это в 2015 году, в январе месяце, 23 числа, по-моему, если я не ошибаюсь, в четверг это было. Ко мне приезжает один родственник чиновника, который был на совещании у Евкуру, на экстренном совещании, которое было созвано уже поздно, практически ночью, где была дана команда меня остановить любыми путями, не допустить на митинг, который должен проходить в пятницу на Сыркорском муниципальном округе. И через час после того, как уехал этот человек, ко мне приезжает заместитель начальника ЦП Беков Магомед с повесткой, просит явиться в здание ЦП на второй день. И что я сделал? Целый день в пятницу они меня продержали, чтобы я не смог попасть на митинг. И почему, я не знаю, из-за того, что там на митинге волнения были, говорили, что меня задержали. Ну, почему-то взяли, отпустили меня. И в воскресенье ворвались в дом к моим родителям. Возглавлял всю эту спецоперацию по фальсификацию этого уголовного дела заместитель начальника Беков Магомед, который за это получил потом уже должность начальника Сунжского РОВД. Они подкидывают гранаты и пистолет дома у моих родителей, забирают моего отца, двоих братьев, привозят их в ГУВД Назрани, где там уже задержан какой-то Имагожин, который дал показания о том, что купил ровно автомобиль у меня, у Магомеда Хазбиева. Передают они двоих моих братьев операм, которые приехали с Ростова, говорят, что доказательства угона они пришлют следом, что там ЦПшники прям были рядом и снимали, как угоняли, наверное. У них были видеодоказательства, как они говорили, которые они пришлют им. Причем тут мои братья, я не могу понять, если я автоугонщик, но они передали моих братьев, 11 месяцев там продержали их, продержали брата незаконно, так и не получив никаких доказательств, каждый месяц откладывая, им обещали прислать доказательства, 11 месяцев продержал, выпустили брата. Дальше по этому уголовному делу я уже вернулся, в понедельник вернулся, с понедельника по четверг просил прислать повестку заместителя начальника ГУВД Назрани Бисаева Урсхана. Урсхан в понедельник сказал, вторник пришел, вторник в среду в четверг, а в четверг заявил, что никакой повестки он не будет прислать, просто задержит меня, заберет насильно из дому. После чего я позвонил опять адвокату, сказал, давай пойдем туда без повестки, она нам не нужна, они хотят меня насильно забрать. На что адвокат сказал, что хоть с повесткой, хоть без повестки я с тобой не могу поехать, мне угрожали, извини меня, там же и другому твоему адвокату гранату закинули во двор, она уехала с республики, там другому, там угрожали похищением ее ребенка, что власть угрожает адвокатам убийством и похищением их детей, ты это прекрасно знаешь, я не могу быть твоим адвокатом. После чего я уехал в Грозный, чтобы нанять адвоката, нанял
послал туда в пятницу адвоката, и в этот день, в пятницу, сам попал в больницу по состоянию здоровья. Весь 2014 год я находился на лечении, лечился, ездил и за пределами страны был на лечении. Ну, и в Москве лечился, проходил лечение. И у меня было обострение, я попал в больницу. Вернувшись, адвокат там просил неделю пролежать в больнице, что у меня плохое состояние. За эту неделю она отменит все, что они сделали незаконно. Оказывается, они меня сразу на второй день в федеральный розыск объявили. Все, что там происходило по уголовному делу, было все незаконно. Что она все это отменит. Что я категорически дал отказ, сказал, что нет, пусть едут, смотрят, что я в больнице. Если там хотят оставить меня, нет, так забрать, пусть забирают меня. Адвокат позвонила дознавателю Сыной, сказала, что он находится в больнице. Та попросила предоставить документы, она их предоставила, и в субботу утром, в субботу, в этот же день она сказала, что в 4 часа вечера мы приедем, заберем его. В 4 часа вечера мы их не дождались, позвонили в 4:30, она сказала, едем, позвонили в 5, сказала, у ворот. Через некоторое время опять звоним, их нет, звоним, она говорит адвокату, нас развернули по команде сверху, нам сказали не забирать его. В воскресенье я выезжаю со двора больницы на машине после определенных процедур во время обеда. Только выезжаю на главную дорогу, со мной сравнивается автомобиль, из которого по мне начинает стрелять. Я видел того, кто стрелял, видел того, кто сидел рядом. Дальше следствие делало свою работу. Я до сих пор не называл имена по этому делу, ничего не говорил. Потом на сайтах везде, конечно, появилась информация о том, что стрелявший меня это Ой Сивкуров. С ним были все эти бандиты и преступники из ЦП, которые в данное время сидят, находятся под домашним арестом. Все, кто сфальсифицировали вот это уголовное дело, начальник ЦП Тимур Хамхоев, за его замначальника Беков, который приехал ко мне, возглавлял эту спецоперацию, вся эта банда в данное время находится под следствием. Кто-то сидит, кто-то под домашним арестом, кто-то под подпиской о невыезде. Они таким же образом приехали, подкинули Далиеву Магомеду пистолет, там, запытали его, убили в застенках гестапо ЦПЭ. Потом уже все начало выплывать, и разбой, и грабежи, и вымогательство, что только там, я точно не знаю, но так как по слухам, там, по своим связям пробивал в Следственном комитете, там десятки эпизодов на этих людях, вот эти преступники и состряпали уголовное дело. Хотя все в республике знали, эти преступники в протяжении последних 10 лет занимались похищением людей, убийствами людей, вымогательствами, грабежами, разбоями, что только на этих людях не было, об этом знали все. Вся республика, и кто только об этом не писал, знали все, кроме узурпатора, незаконно находящегося во власти гаранта Конституции. Он об этом не знал. Понятно, почему он не бездействовал, почему он не знал, почему он не слышал об этом. Это были его люди, которые выполняли его заказы, насколько нам известно, по имеющейся у нас информации. Заказы по устранению неугодных ему, по убийству оппозиционеров, правозащитников, по запугиванию их, всех журналистов, корреспондентов, блогеров, которые писали правду о ситуации в Республике Ингушетия, о том, что не все так, как рассказывают жулики и воры у власти, а намного хуже, что они являются ворами и жуликами, что коррупция набирает небывалые обороты в республике, что вся его родня, вся родня оборванцев его, которые там себе, самый главный лидер их, не себе костюм не мог купить, так понятно, что у тех было, что они миллиарды денег наворовали, и двоюродные братья, и со стороны жены родня, и те ребята, все известно, вся республика об этом знает, и когда люди об этом пишут, говорят о похищениях, о убийствах, о беззаконии, творимом в Республике Ингушетия, власти это не нужно, и вот эту банду держали, чтобы запугивать тех, кто освещает ситуацию и говорит о ситуации, борется с этой ситуацией, но в то же время закрывалась глаза на то, что творила эта банда. В данное время вся эта банда, которая
состряпала вот это уголовное дело по отношению ко мне, она находится под следствием. И я до сих пор не называл имена и не говорил, нигде это не освещалось. И эта банда присутствовала, когда на меня покушались, и стрелял меня лично по имеющейся у нас информации. Я не могу со стопроцентной уверенностью говорить, но 99% человек, которого я видел, стрелял меня, является братом главы республики, его начальником охраны Уйсиф Куров. Мы хотели разобраться с ними по нашим, по войнарским обычаям, там, клятвой на Коране, по шариату, но отец, родные сказали, что эти люди никуда не явятся, они не являлись, что пусть по закону следователь работает, все будет происходить по закону. Следователь не раз пытался допросить, несколько месяцев тщетно, после чего подключился уже Следственный комитет по СКФО. Они уже дали команду, чтобы он дал показания. После чего он дал показания, после моих показаний дали команду в Следственном комитете по СКФО, чтобы нас проверили на полиграфе, на детекторе лжи. Я дал согласие, прошел полиграф. Уйсиф Куру отказался от полиграфа, проходить полиграф. Чего бояться, если ты этого не делал? Примерно его брат, глава республики, который не является главарем банды, не является главарем жуликов и воров, не является главарем коррупции, чисто белый, пушистый генерал, офицер, герой России. Все в республике знают, что у него не было возможности купить костюм, он об этом сам говорил, знают, и что сейчас этой возможности нет у него. Его братьев нет, у родственников нет, у родственников со стороны жены нет, у его двоюродных братьев нет у них возможности. Они бедолаги, как были бедолагами, так и ходят бедолагами, не имея возможности купить костюм. Мы об этом знаем, и вот он пришел, вот он честно сел, прошел полиграф, и полиграф показал, что нет, они ничего не воруют, родственники ничего не имеют, как не имели, одни сено косят, другие таксисты, третьи там кладчиками на стройках работают, четвертый черемшу собирают в лесу. Оказалось, что да, полиграф подтвердил, что это так. Что мешало Уйсу сесть тоже так же, что полиграф подтвердил, что он не стрелял в меня. У нас и до этого, я об этом и говорил, было мое интервью, где я говорил, что Уйс заказывал мое убийство. Есть люди, у которых он заказывал мое убийство, один раз убийство заказывал, потом и похищение мое заказывал он у них. Все нам известно. И также по убийству Макшарипа Аушева проводим свое следствие до сих пор, и люди разную информацию приносят, и приносили, мы ее там разбирали, где что, как пазлы составляли, где-то не совпадал, где-то нас вели по ложному пути, но есть информация, что он тоже замешан в этом убийстве, что мы проверим, когда они опустятся с небес на землю и потеряют эту власть, им придется ответить за все, что они сделали. Поэтому в данное время это дело приостановлено, так как Уйс отказался от полиграфа, на данном этапе он недоступен, но я думаю, как только они потеряют власть, дело возобновится, Уйса и допросят как положено, если нужно и задержат, если нужно и привезут в Грозный. Я думаю, все это так не останется уже со стороны закона. По нашим законам, по нашим обычаям мы сами разберемся, сядем, что было, как было, где было. Поэтому с этим делом вопрос вот так стоит. С делом по Ингушетии, братьев, которых они отправили, просидел 11 месяцев, а брата отпустили. Дело закрыли, дело по угону автомобиля не существует, его нет, оно закрыто. Мы к этому автомобилю никакого отношения не имеем. В данное время есть у нас показания, и мы в прокуратуру отправляли, в Следственный комитет отправляли показания Имагожева, который заявил о том, что купил ворованный автомобиль у меня. Он в этих показаниях говорит, что в здании ГУВД начальник ЦП Тимур Хамхоев заставил его оговорить Магомеда Хазбиева, то есть сказать, что он у меня купил этот автомобиль. Он никогда со мной никаких делов не имел, не знает меня,
Вот эти данные им показания у нас имеются, и также мы их передали соответствующие структуры. Изначально это дело и ордер на обыск, когда выписали по показаниям этого Имагожева, изначально все это выстроилось на лжи. Тот Имагожев, которого заставили говорить в дальнейшем, то, что замначальника Беков Магомед подкинул оружие у меня дома, все это сфабрикованное уголовное дело. В данное время оно приостановлено, несмотря на то, что адвокат мой предоставил документы о том, что Следственный комитет дал мне госзащиту, документ от Следственного комитета и документ от ОРЧ МВД, что я нахожусь. У них имеет два документа, мой адвокат явилась в суд, но судья Калиматова, который уже в протяжении 10 лет работает против нас, работает на жуликов, воров, преступников и террористов, которые убивают и уничтожают ингушский народ. Не знаю я, то ли угрозами от них, то ли по команде сверху, как она все это делает. Несмотря на то, что у нас имелись эти документы да, от государственных структур Российской Федерации, и имелась какая-то оперативная информация у дознавателя, что я нахожусь на Украине. Взял это за основу, посчитал, что это более ценно, более весомо, чем два документа от федеральных структур России. Судья Калиматова незаконно арестовала меня на месяц заочно. Якобы я нахожусь за пределами, если я нахожусь за пределами страны, она имеет право заочно меня арестовывать, но незаконно она арестовала меня заочно, я заочно арестован, и дело приостановлено. Куда мы только не писали, что только не делали в прокуратуру, что это все незаконно, изначально все незаконно, все тщетно, так как весь этот мафиозно-бандитско-террористический спрут, вот этот, повязаны они все, я не говорю все, конечно, и в прокуратуре, и в судах, и там, везде есть порядочные люди, которые живут по совести, работают как положено по закону, но в массе своей там эти преступники работают вместе, повязаны с этой властью, вместе зарабатывают, грабят, уничтожают и убивают ингушский народ. Поэтому все, куда мы не писали, ничего сделать мы не могли. Нам тупо писали, что нет, можно сказать, тупо говорили, нет, не будет того, что вы хотите, а будет того, что хочет тот, кто заказал это, тот, кто сидит в магасе. Поэтому я собираюсь вернуться, приехать в Говдо, и дальше будем разбираться, что там, как там, посмотрим, что они будут делать, как делать, по чьей команде делать, кто бы что бы ни делал, беззаконие кто будет творить, должен знать одно, что ему придется ответить за это. Будь он дознаватель, будь он судья, Юнусбек Евкуров вам помогать не будет, он сбежит так же, как сбежал Зязиков, и больше не появится в Республике Ингушетия. Вы до него не достучитесь, не докричитесь, на помощь он вам не прибежит, а за то, что вы сделали, вам придется отвечать. Поэтому я попросил бы вас, всех, кто замешан в этом деле, не выполнять преступные указания сверху. Работать по закону, выполнять закон, соблюдать Конституцию Российской Федерации, закон Российской Федерации. В протяжении 10 лет я, убитые мои соратники, говорили только об одном: прекратите убивать, прекратите похищать, грабить, обворовывать ингушский народ, прекратите нарушать закон и Конституцию Российской Федерации. И в протяжении 10 лет я дальше продолжаю об этом говорить и буду говорить. Никуда ехать, сбегать, убегать не собираюсь, оставив то, что мы сделали, привели, по сути, к власти, потратив свои миллионы денег, поставив на кон своей жизни, прогнав одну свору жуликов, воров, привели других к власти, оставить им это вот так, чтобы они дальше грабили, воровали, ехать никуда не собираемся. Собираюсь ехать домой, если будет на то воля Всевышнего, то если буду жив-здоров, собираюсь дальше продолжать бороться с этой системой, пока они не прекратят похищать, убивать, пока они не прекратят заниматься похищениями, убийствами, грабить мой народ, мы будем продолжать дальше с ними бороться. Дальше я хотел бы сказать о том, что я психически нормальный, я здоров. С психикой у меня все хорошо. В
четверг ни на кого набрасываться не собираюсь. Бить сотрудников милиции не собираюсь. Даже если они будут бить меня, отвечать им не собираюсь. Набрасываться не собираюсь, как это якобы сделал Магомед Юлоев, и поэтому его застрелили в милицейской машине. А если со мной что-либо случится, за все это полную ответственность будет нести глава республики. Если посадят меня законно, и если убьют меня, что бы со мной ни произошло, за все несет ответственность один человек. Это Евкуров Юнусбек Мамадгириевич. Ни с кем с другим в вражде я не состою, ни с кем с другим никаких конфликтов у меня нет. У меня один враг. Это враг моего народа, враг Аллаха, Евкуров Юнусбек Мамадгириевич. Поэтому полную ответственность за все, что произойдет со мной, будет нести он. Дальше я хотел бы обратиться к своему народу и к Евкурову, но сделаю это на своем языке. С хами мягкой сабусу вежери. Разно камял жи юахры жидуциш лилер шинцову дуч лилер машсага қалсага дуаш хамдац бусага дуаш хамдац машсага тем более дуаш хамдац ودعوا خاوي حوخاي قجبة شكر وزي توالي الخوات زي شكاش жизнь واش جواج وزي قدري سو موش واج وات سو ايش جمال وحم صدقيك ايش سو خد دولش ازر شراسو غزواغي سوك حمياقش سقوات замкач дышу замкач واخش ونيا جمال وحم دولش واخش ولا سيمخك شلاشش واخر ديز جالس تصنع ودعوها واتسو يوخلارها واتسو سيمخك توالارها وولدها تصنع دعتسو ودج سي ادوكات شقيت هيتش تواغيرت شوياو ان شاء الله الله نزلو يسوون زديمو سي четверга سيمخك خوغو سي цахугус наландри цахуги хатсу гогуду хугусу дагоцар федедахум човен чуол торлу нахец торлу любой хам тормлойцич банду команд яндар худдыцгиш, но цахам халт с команд хайечан шейдячан цар жоптал дизлик халтса. Шаш цухур мудуц, камялж мудуц, йохарыж мудуц. Саги бурл, сагу лилдер, саги нек, сагу дуч камялк. Цу лилдыч хамыцани халдиз цуна уалж долхам. Вай о итчера бол предложить буч, бол хайцабац. Етендрижит саяц. يا صارت حقنا تسق حمغان داتس وي نخبوان بي سقم حكم دي سقم تمقو دي أخش ديال مواصلش دهولاتش صارت تسق برت باش تسق حمد دي تساقر تسق حمد سديزش تسق حمد سديخش وي رزق وي حل وي بولخ سيدو جوج الله بوتنا وي دوك تيشاد بوزلنا بوصل دن سقم تمقو دي أخش حديخ كات زياخش وين شسمل دوش عطو ديال مواصلش دهولاتش نيس بول ستابل زلاتش حدواد إن شاء الله. Поэтому шаш цухур мудуц, шаш тмошто мейде шейхат безбар, хахат постоянно доступно в любой хамха тилвахат ехач, любой сагу хахат тач хаданш вопроса тадл жоп должен. Войнике Аллаху барцабул, войцаж долт Аллаху, войцаж хлц. ويحن صنديق ده حن صند ويحمل الله شان وكاج ويمخ خلق بيتسان أتخدش ويبرت خنش دينا هي إيش хусло бушан за хусло болжиш бали они будут работать, созидать, строить, не воровать, не грабить, но сди не сплачешь бейти царил хал бейт дал болш царж бац вейбарт хули дал вейник вейбарт бол вейдал царж долт нахо юкурнянг дарсалхам Юнусбек уйсик цунвежришк дукка уйсик дарс Юнусбеком дау гузязиком у лахчкурваш гуац қосак юаля и юалей аш қо юалей суац ай мас юалей қо по-моему юалей миллиардами ахчидяка молоч министерство мел да дейшвок молостройка же шуг мологи шин вежришк мологи шин девишвок мологи شن أتجاش ملاقيه شن حنيك في تون شلشل كهو
Министерство баш бухгалтерлык холтон мелахч мичах дадахат мичах фон миллиардами ахчидеха хо исагкалha цемехмело недвижимость лячилятся давахляр хайло шсаги бурумчит хадер мохляр хавац хамч божи вахляр хачо терва вахляр хавали حاجدي شو بتحمدر سؤال شيء الله تيشش دلنا أحسن صراحة ما تيشش أقدر يسمع الله شو شين ده حمد تعمقت يحش قمال دقواش حمد يوسدي قمال دوتسوش السنة شو نخي بالبوجر حد يحتسوش قمال زازك واحد ده دار غلي نخيار الله جم زازك واحد ده دار إزر سجين نوها تخون حمد ده تاش قمال دوتسوش الله شو ده تخاتس نخ بوابات إزر نخ بوابات حلق إيش بوابي بخ تخا بوقميات تنسي نخديش دات شيء نخ بوابات تعدي ترود تسا موش دي لا غاخو بوش موش دي نخ بوش قال مع بوش باش بوش تنهم كيج وتهم تنهم كيج دات بادري لاتش تخوي تيتا دم بختاج ات عبخيتاب و عبخيت نسخم تخا تشتي خاج تيختي خيوخ تشت حدا يجين حجة بوارمز إزجا تدش تعدان داديتي تشت حدا يخدش ويتشرح ضغط سوء سنوقستي والله تق نوقستالش تق سكتالش ستا سويجدي صار نسقاجج ستيب شنو تيجي لقى ديخ نقدش الله مشكات تيجي مخ خن نقداتشو كل خن نقداتشو ديخ عديخ كتش تجوزين كديخاتشو ويسوتيك شفير خنو أو شو بنكي دي يونس بيكوف شمخ أو دينا بيسشو نخيخشن دوتشو مفتين ديكا دوز بديش تسو تقلي ودوج واتقلي حمخوج واتقلي محتوج واتقلي صوت دوج سقوات يوقي ويس يونس بيك زوفشي ودوج سقوشو تسو مال مخ كتقلاش تسو بشي حمچو نلنا بوسخو باتشو نلنا شو خيتر جهنده شو خيتر جهنده ناغك سولين بعد سديتاي حديتاجن سميك تاچاغي حد يحكى تروور خدي خاندت تخشت حد ردتي تا داستو ميكتا داستو اجل اسلاچو ميكتاتسوز اللهچو ادت دتي تس اتش ديالش ديا قيتش ديالش ديا تخش ديالش ديا اتش ديالش بين شوش ديالش بين بينش دقيقه موت جيوي خويا تحم خالد شون ويداج والشخنت اي حمدش حچواج حين ارسان تسول دول خاله واش دار شينا ارسان تحلو دوش نو تحم خالد تحم خاديش شو قال ديت يعني شو مخخل بيت يعني بمباحش طبعا مخ شو تدار كريسلش شو اول مليون حكمش نخالد شون تخصي تحصري تروسقي دوش десятки миллион долларов акча дехта тойно усти буабеш тош дерзиш дехтиш тош зулмиш дежа той синош той цана ушсаги той геме ушсаги синош той мал долларус той мал хамда кон аутя дина дел ламсха цажи футбол цигяж не эрсена шо архаш цигяж дел чхана цак калма yoz гаж малчы бызачул таха алял цигяж дел чхан هنر برج بلي هنر شارجي دهر برج بلي دهر شارج ألدي شون ألدي زر دقوالش تعذر ديدي شو ديدي جل تعذر حدش ديدي شو ديدي زر حدش تخشت زكون بقولش تيب بارتر بول حبش ديالا ماستر مخكر لحكة قمل تيج مخكر وآخر توي حتسرس توي رسقس توي سيتس حدول ده شانه وقت جد عيني شان وقت عيني وح تأنيه وح حتوه دبان بوش بمبارس ده شو خلق بيت يعني شو قال ديت يعني يونس بيكس حتى إن شاء الله شتينا تخلص وعش كتش طبعا دين وكشي دين وات واجوين بلي موسى دين وتسو دين و سوق مسكو شت بول بيان بول بيبز ويتانيالش تو بول بعد سليم دات وادر ديال دكتور قم بعد سيدا تو بول بولجدات تو чудол يعني то только условия шхант نخلش بيشات نخلش بيتي نخلش بوابيتي كروبت بايوحكي أخش صدو إيتي قمن أوه كاميرات حيبوخ حبوخ بركتي خلبي عن توخ واجاخر دي صحفينو
коррупция холтугят, нахалешвейт бац, нахбабейт бац, все будет в рамках закона Конституции Российской Федерации, отсюда шагал, что чедахат. Вот баля, отсюда дождь дихат, поэтому нахбабям, нахалешбяб, лешбеш бы поседим, муабеш бы, халкбеш бы, царгранач, очкуш, дакуеш бы, харцунца, дагилошдеш лахтш, мех просто камон калдеш лахтш, уркаж еще. Неах кисач хейдеш, тикяу чуха, хамлошкач, урки уалвай, цолюака урки, миск мелужу, саги, камон велужу, хамон, камон бюджет яхар, эс камон кисдес, камон русдес, камон кисачи, кудеш, калдеш лахтш, шо эгирюака уркажи, эгирюака жулик, жи уржи еще. Поэтому що Бог закон збежда даханлари, то що сдуц хамдацер, алдеш укар дердеш цар следах що адахарага, що хатду алдеш ханеш долцу за 10 миллионов долларов примерно, тол ханзей, тол мел ханеш дол хами, цултехак що адахаллах ханеш дол зей, біз однозначно хатал дездеш, хатак дездеш. Дахо шранц таддавейз мех мохты иханшилла. Дахо ваш камен дехадуж лурус стройкаштер дехер тендерштер незаконно шемелур сагат атилш министерствошкер соцзащиту труда занцтер дехер хар мехтер мел дехадуж ахча камушин лой дохкулчугер аму уахтош дожу дах дохкулчугер. Şu an ben görüyorum je icebergi işte вершина урая шулцun erik kalıyız. So вершина soy. So icebergi şu an ben görüyorum. Daha eri, daha dardi, daha barış. So erik icebergi вершина частица. So eğer islavar olur, işan daha yer, daha velbarış. Şu an хитрый генде. Социалац, бесхознавац, тейболш, фудолш, улу ехе дукко нокости вежди дукко нахболже, сагуссо тоухы, şu hat dehkaç, почти иччара, şu o hat doğal deç, иччара, toyçart, toykçart, nehçak, gerz dizitsün, tom bezitsün, ham dizitsün, sıç dalarir, Ишицуин яхажи, нах кейшнаг, тойчарс нехчарк, зда яхажи, стом соци должно чамадех кахигиш, соцбечек кахигацуик, дапляца, по сей день зяхаш сутлахташ хадуажны. Поэтому шуан мохти, бесхозну клюбы хамхадишян, шуахетер гянды, шугниз бышык, да бебемшик, Bebeğimşik. No edej olşan taydı doğuz ağla. So taydı doğuzjda. Taydı doğuz. Ve irbabiriş. Şun kasago. Mش تحكي كير جنرال فوز بوجه مخبي بوزرك على بيدو ونا حمدي ومداس ناغي أشخان شليشكا دا أشخان كود مش سن معرفة ثاني على بحكم مخكر. Поэтому taydı doğuz. Doğullah da taydı doğuz. Doğullah tijde toş. Şan hans. نزبشك تخد قمال دات بدأت الموجود قبضاش ترزق جوح جوسرش شخيت واشكوا جريك كمن بول بيبيش خلي جو جوسرش برودولي بريج باتس ديك برج بتصير برودولي سودي مليتس باليتس ماز نح شيء أوركاجيشن الشيء خيركجة نخير بيج نخشي بيخكش حماس دو دواش نو إيش دابوب مبيش شو عديل شو الله تشمهتير دو زوجالي طول تدان طول كوايق غير كرتوش جو بحقاشيت أن تخوتر أشي خشان دايوزلاش برزك من ديالله جادوش بيغت سمع الله موت جه جاي عن داي غيره بورتس الله موت جايشن بكا نتحم خاديزشن سوتر أديالش يوه ده زوم ليل ده شناخت دوليل ده ددي وقت سدي وقت ليل دي وقت يعني إليلش نجاسن شيء ليل دولش دلي تأختيش أبو حبيبك مش حبيت الشيء بسيدوت ليش شيء دزنوات ليش شيء سودياش حبيت بواش شش موجي نجاسن شش ليل دول شيء ده الله تدولش دلي شيء ديتي شيء تسمح كداه بيزن بالي مرش داه بيزن بالي مرش ليل بيزن بالي نجاسن شيء ليل بيزكون يد
يخصوصي تو الدشة حنزل بعد خميك درشة دعوشي ده واضح شوشي تخشي دخل عخوش من اللي آردمي حنك باخش حلي حميات سجد يو كستيوم ياش ديلا دوشة يغدى يعني شو رسقو يغدى شو متشع تشيلو دي تصوج ديلشة صوت مش حتى يعني شنو شن مش دي حتى يعني مش حتى يخ مجيش نش لو خليش رزين دوش حتى يخ تعبش تعش يحكش بيش يحكش معج يحكش دقدوش سقدوش بتسعش واش حتى يخ كيش تيخش تير عليك دوج ومش بيدميات صدق شي مش أيخي أيخي شي دهتا رست حميتي تشدر شي تعهوش سموك بد تقدت أمدت تقدش عندك بأب باش بر بأب باش أخدع بام باش هرشت поэтому халчан شي جوت دل ديز دولك داخشن تيب ناخ جاخاس توخ عندي تيب عندي ير عندي وش عندي أخش قمال دوتش يوسر جرشان محتق قمال دوتسا شتوقشن تيب ناخ جرموز جوخ ستسأني يوخ سو سين بوزج بيزج ب شوخ ديقدر واش تسجين واحد داج شو حتى يحكى قوالا دينات عشان تقدرسك حاويان مكشي بوش مكشي بتنسحندش تيش متيشلش شي داس قوة سق واحد شو الله هلك يا سق بوشان بيع فودشانس صادق تيش متيشلش تيش أبو حبب بوشان والله بالله الله الله تدوب شو الشيء ده شو حاويان مكشي بس قمال دي تا تخكوا تعوهر مور خير يعني سو مكشي بس حتى يحتاج سو يتعود شو مور اشت قمال دي تعود جو زينوس بيك ده شو وص يعني حاويان قمال دي تعود يعني اشت دوتش دش شيء ناخ دوتش поэтому шхалтус шхмал жидер шиптаган цацсан ласт хамион де шхалсус дуцар шхал хубача шанихи шуг яхац тейп нах гяхашн SD булуш диги булуш булшн нах бицар шон тейп си шици аз ях шамдац шон тейп оскорблять деждаце сагуж унахуж сагу нях тейпаж оскорблять дац нях камуш оскорблять дац нях нах оскорблять дац меги булуш бол нах is وكي حمد سين اتس دش ماركاني اس شن سجوز اتس دش ماركاني ديادات از دوي اسكر بيت поэтому تيبنس حمدو جوات شانسو ما يجيبوش ناخذ حمدو جوات شان از دخلت поэтому це изменение дал ага предупредить يقيكرو دواز дал мет дал долчу имдула بوصل دي حتى يتسا دال فيوخ بيمرو فيوخ صلى الله عليه وسلم فت عمديا أمدش بوصل دنك دلج قمن بالوحق أتريسونستي الله كرك بوست على تواش صغير مجوس بوست بيجي الله كري أنتنا قيردن قمن بول بشخل شخ بيد بمبريتو الله طبعا وقتها دنس إمدول تلشاك شو زدلا ديتي دنس توادولчо здали сакет лобча им дала усаян пейн дат душея мусульман я жил ждокбы дали пеймру фюх саллаллаху алейхи вассалам хош цхолч сха сакет лобча сакет без сакет лобча каман пейд бам баришо сакетам лобча дети методолча дети Аллаху дикант цумех ти ацмах китаж Аллаху гяндох шо камага тхамех гяндох шо сидол жулч Аллаху далор дол тошо دال ديقدر دول بصلنا وصقا ويقمنا وين مسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.